Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Ветераны отдельного стрелкового батальона «Горец» возложили цветы к мемориалу погибшим воинам десанта на горе Ахбюк. В Сухуми прошли торжественные мероприятия в честь 16-летия со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. В Чимчирском районе из-за повреждения телевизионного передатчика появились проблемы с вещанием абхазского телевидения. Президент Аслан Бжаня принял Джансуха Адлиба, который на прошлой неделе прекратил голодовку в связи с повышением цен на ГСМ, сообщает пресс-служба главы государства. 28 июня в ходе встречи на площади Свободы, где проходила протестная акция Джансуха Адлиба, Аслан Бжаня пригласил протестующего в администрацию для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомления с мерами, которые предпринимаются в целях регулирования ценовой политики на топливные продукты. Во встрече также принял участие заместитель спикера Народного собрания парламента Астамур Аршба. 29 лет прошло со дня высадки десанта на горе Ахбюк во время Отечественной войны народа Абхазии. По традиции 4 июля ветераны отдельного стрелкового батальона «Горец» поднимаются на гору, где вспоминают погибших однополчан и возлагают цветы к мемориалу погибшим воинам десанта. Репортаж Эсмы Гуланзе. Однополчане, родственники и друзья, возложив цветы в парке Славы, почтили память бойцов, погибших на горе Ахбюк 4 июля 1993 года. Затем, по сложившейся традиции, ветераны поднялись на саму сопку. Именно здесь 29 лет назад произошел один из самых драматичных эпизодов Отечественной войны народа Абхазии. В этот день на Ахбюк высадился вертолет Ми-8 с бойцами батальона «Горец». Учитывая стратегическое значение вершины, после ее освобождения абхазская армия планировала продвинуться дальше. Но как только вертолет приземлился, враги, поджидавшие в засаде, открыли огонь. Отстреливаясь, раненые бойцы пытались выбраться из горящего вертолета и занять оборону, однако успели немногие. Доброволец из Осетии Аслан Джатиев – один из тех, кто выжил в этом неравном бою. Один из первых я, наверное, вышел. Я, Джамал Балачиев, это здесь его родственники. Тимур Гварча, его нету сегодня, малыш. Из первых мы, которые успели выскочить, и потом уже огонь, стрельба. Что я помню. Они нас определенно ждали, расставили, вот именно на этой поляне. Расставили пулеметы, расставили все, они нас ждали. До сегодняшнего дня я всегда это говорю. Всех вывел Валер Чешхале. Валера. Он нас всех вывел. Он знал дороги, он знал... Я откуда мог знать сельские дороги? В числе бойцов, проявивших мужество, самоотверженность и волю к жизни, братья Борис и Гапал Богателия. Выбравшись из горящего вертолета, едва не погибнув от пуль и угара, раненые и ослабшие, они все же сумели вырваться из пекла битвы. Они в упор расстреливали. Здесь трава много было. Вот трава нас спасла. Потом мы как-то не знали, в какой сторону нам идти. По сопку пошли. Там надо было дорогу перейти, мы перешли. А потом они очень сильно стреляли. Вот это косили они. Ну, как мы что смогли, тоже стреляли. Кто что смог. Поднялись до сопки, а мы спустились до речку. Нашли веревку. На этом веревке мы как-нибудь за речку мы перешли. А там остались ночью. Мы уже не могли ни туда, ни сюда, потому что очень сильно раненые были. Их оставить нельзя. Они говорят, давайте застрелите нас, вы идите. Как могли, так и тащили. Потом мы поднялись, 2-3 человека, не помню. А там уже в это время команда уже наступление пошло, очень сильный бой было. А вот эти ребята сразу спустили, помогли. Наших ребят подняли на Шубаре. Вот.
И потом у кого госпиталь, кто-то. Из 46 бойцов легендарного горца в живых остались только 16. Позже некоторые из них погибли от полученных ранений и ожогов. 5 человек считаются пропавшими без вести. Среди них 19-летний Павел Ушаков из Сибири, служивший в российских десантных войсках. Все, что осталось матери Валентине Ушаковой – фотографии сына, сделанные в Гудауте перед посадкой в вертолет. Те останки, которые были здесь собраны, они же были захоронены сначала в Гутаутах, только потом в Парке Славы. Ну а когда была вот эксгумация, то среди останков нашего сына не обнаружено. То есть они так трое из этого вертолета считаются пропавшими без вести. И мы ничего не знаем. У меня никогда не было тени сомнения, что мой сын жив. И я, видимо, так и уйду с тем, что в надежде на то, что все-таки мой ребенок остался жив, но где он и что с ним, не знаю. Каждый год бойцы батальона «Горец», друзья и близкие погибших приезжают сюда, чтобы отдать дань памяти боевым товарищам. Когда поднимаемся сюда, на душе становится легче, говорят ветераны. Уже 3 года тому назад мы как-то своими силами батальона «Горца» с личным составом мы пробили дорогу, там, в общем, сделали, невозможно было джунгли, действительно, потом как-то потихоньку, ребята очень многие оказывают нам помощь, как Аквафон, Мобайл, пивзавод, и мы массострой, каждый год поднимаемся, даем дан памяти погибшим воинам, потому что это действительно наши братья были, и боевые друзья, и братья. Вот. Я, как всегда, говорю, что мы могли бы оказаться на их месте, каждый из нас, но мы не имеем права забывать их. Героизм, проявленный абхазскими бойцами на горе Ахбюк, навсегда останется в истории Отечественной войны. А память о погибших всегда будет жить в сердцах народа Абхазии. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Печальная весть. На 71-м году жизни скончался ветеран Отечественной войны народа Абхазии, дважды кавалер ордена Леона и Ахцапша 3-й степени, депутат Народного собрания Абхазии 4-го созыва, аудитор контрольной палаты Заур Адлиба. Заур Кибеевич был активным участником парламентской деятельности, ответственным и взвешенным политиком, немало сделавшим для укрепления братских уз между народами Кавказа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его близких, многочисленных друзей, коллег и однополчан, всех, кто знал и ценил этого яркого человека, говорится в соболезновании парламента Абхазии. Соболезнование семье Заура Кибеевича также выражает коллектив контрольной палаты. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана комиссия по организации похорон Заура Адлиба. Возглавляет комиссию первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Прощальная церемония состоится в среду 6 июля в 15:00 в селе Моква Ачимчирского района. У Гумесинского моста открыли мемориальные доски воинам-добровольцам из Южной Осетии Роберта Петрова Кокоева, Ацамаза Маргиева и Джемала Сиукаева. В церемонии открытия приняли участие председатель Союза добровольцев Северной Осетии Алании Игорь Кокоев, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, добровольцы из Южной Осетии и представители руководства страны. Подробнее в репортаже Рады Чачава. В августе 1992 года, в период ожесточенных боев в Абхазии, на помощь в Сухум выехал первый отряд добровольцев из Южной Осетии под предводительством Валерия Хубулова. Совсем молодые, отважные ребята, чьи имена вовек выгравированы на мемориальных плитах, в числе первых прибыли в нашу страну. По зову сердца, ради торжества справедливости. Роберт Петров Кокоев, Ацамаз Маргиев и Джемал Сиукаев – истинные герои, отдавшие жизни за свободу Абхазии. Сегодня мы приехали в Абхазию, чтобы увековечить память наших братьев-воинов, добровольцев из Южной Осетии, Сиукаева Джемала, Петров Кокоева Роберта, Ацамаза Маргиева. Мы все были тогда одного поколения, кто старший, кто младший. Все эти ребята принимали одними из первыми добровольцами, пришли сюда на грани Гринском наступлении. Случилось так, что все были ранены, и они там погибли. Роберт Петров Кокоев прожил короткую, но яркую жизнь. Принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. А в 1992 году, когда помощь в войне с врагом понадобилась Братской Республике, приехал добровольцем в Абхазию.
По рассказам очевидцев, Роберт воевал дерзко и отчаянно. За короткое время 20-летний парень проявил невероятное мужество и героизм. На одной из высот, недалеко от въезда в Гагру, будучи тяжело раненым, он был захвачен в плен грузинскими агрессорами и погиб смертью храбрых. Указом Владислава Ардземба Роберту Петрову Кокоеву посмертно присвоено звание Героя Абхазии. Вдвойне приятно то, что их лица будут теперь видеть. Имена, фамилии все знают. Но и лица, чтобы сохранилось в будущем для наших младших поколений, и чтобы они знали. Своих героев, которые ушли, но не умерли, будут жить по жизни всегда. Ацамаз Маргиев запомнился всем мужественным, ответственным и очень добрым парнем. Он принимал участие в боевых действиях в Осетии, добровольцем приехал в Абхазию. Говорят, война всегда меняет людей, делает их жестче и грубее. Но по воспоминаниям родных, Ацамаз всегда оставался добрым и отзывчивым человеком. Посмертно Маргиев был удостоен высшей военной награды Абхазии – ордена Леона. К сожалению, о Джумале Сиюкаеве нам известно крайне мало. Достоверно ясно лишь одно – Ацамаз Маргиев и Джумал Сиюкаев погибли в один день. Плечом к плечу. Группа осетинских добровольцев во главе Кокоева Игоря Сослановича решили увековечить память своих боевых друзей. Память – это все, что у нас остается, и мы должны, насколько это нам возможно, память наших погибших товарищей, друзей поддерживать. Но пока есть наша дружба, память о наших погибших жива. О группе Валерия Хубулова в Абхазии знали все. Они освободили несколько высот, охраняли подходы к позициям и заслужили славу сильной и отважной группы. Истинные герои, пожертвовавшие собой ради нашей страны, ради мирного неба, на которое каждый из нас ежедневно устремляет взор. Ведь как бы ни была ужасна и чудовищна война, есть люди, готовые отдать жизнь за то, что считают правым. А значит, человеческое, даже в нашу пору, все еще слишком человеческое. И это вселяет надежду. Героизм и доблесть добровольцев – это образец бескорыстия, чести и мужества, благодаря которым они навечно стали сыновьями своей второй родины – Абхазии. Рада Чачава, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Вопросы взаимодействия по увековечиванию памяти добровольцев обсудил спикер парламента Лаша Ашуба с председателем Союза абхазских добровольцев Северной Осетии Аланией Игорем Кокоевым, сообщается на сайте парламента. Во встрече также участвовали вице-спикер Фазлыби Авицба, советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал и советник президента по вопросам спорта Ахра Ашуба. Отметив, что в этом году будет отмечаться 30-летие добровольческого движения в Абхазии, Лаша Ашуба пригласил Игоря Кокоева на мероприятия, посвященные этой дате. Председатель Союза абхазских добровольцев Северной Осетии подчеркнул, что добровольцы всегда готовы встать рядом с абхазскими братьями. Исполнилось 16 лет со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. В честь этой даты в спасательном ведомстве страны прошло торжественное заседание. Репортаж пресс-службы МЧС. Официальные мероприятия, посвященные 16-летию МЧС Абхазии, начались с церемонии возложения цветов в парке боевой славы в центре Сухума. Спасатели почтили светлую память защитников страны, отстоявших свободу и независимость Абхазии во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Управление по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия было создано в 2006 году. В 2014 году оно было преобразовано в министерство. За 16 лет были проведены десятки спасательных операций, спасены сотни граждан республики и гостей Абхазии. Абхазские спасатели все эти годы работали в тесном контакте с зарубежными коллегами, в первую очередь с МЧС России. За 16 лет мы прошли непростой путь. Ситуации бывает настолько сложные, что ребята забывают о опасности, о сложности. Они идут во имя спасения. За это вам отдельное спасибо. Без поддержки руководства, конечно, мы не могли бы достичь такого уровня. Важную, главную роль восстановления, нельзя забывать, сыграла и Российская Федерация. Наши коллеги с первых дней помогали не только материально, но и самое основное – это подготовка кадров. Глава спасательного ведомства особо отметил участие абхазских спасателей в гуманитарной миссии на Донбассе, в частности в Луганской Народной Республике в июне текущего года. Буквально 2 недели тому назад бригада спасателей, медики, просто волонтеры провели
определенную работу. Правда, это там, где такие масштабы, может, незначительно, но мы искренне делаем все, что в наших силах, учитывая наши скромные возможности. Вице-премьер Сергей Пустовалов поздравил сотрудников МЧС от лица руководства страны, отметив высокий профессионализм и личностные качества отечественных пожарных и спасателей. Каждый сотрудник несет и осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг. Выражаю уверенность, что ваш опыт и профессиональные качества послужат залогом успешной работы для государства Республики Абхазия. Ребята все время находятся на передовой, спасая людей. Это нелегкий труд. Все это время надо быть начеку. В любое время дня и ночи вы готовы спасать людей. Это хорошая миссия. Спасать людей всегда. Это нужное дело. Мы очень тесно и близко сотрудничаем, взаимодействуем с вашим министерством, с вами. И я благодарен за то, что вы всегда оказываетесь там, где людям трудно, там, где необходима помощь, да, и это пример, конечно, там помощь Донецкой и Луганской Народной Республике, освобожденным территориям Украины. Официальная церемония завершилась вручением очередных воинских званий личному составу спасательного ведомства страны, ведомственных медалей и нагрудных знаков, а также благодарственных грамот МЧС Абхазии. Группе сотрудников ПСО города Сухум заместитель главы администрации абхазской столицы Автандил Сурманидзе вручил благодарственные письма. Премьер-министр Александр Анква поздравил министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния с 16-летием со дня образования ведомства. Александр Анква отметил, что абхазские спасатели все это время защищают граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз, предупреждают и стараются не допускать их возникновения. Важной частью деятельности МЧС Абхазии является международное сотрудничество, проведение гуманитарных акций по поддержке Луганской и Донецкой народных республик в очень сложное для них время. Премьер-министр пожелал сотрудникам ведомства здоровья, благополучия и успехов. Жители некоторых сел Ачимчирского района обеспокоены тем, что сигнал вещания абхазского телевидения к ним не доходит. Целые семьи остались без любимых передач и новостей на родном языке. В чем проблема, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш. В последнее время в районах республики участились жалобы на плохой сигнал абхазского телевидения. Жители огорчены, что у них не показывает главный канал страны. А ведь они привыкли собираться каждый вечер всей семьей и смотреть новости и другие передачи на родном языке. Все, с кем мы созванивались по телефону, говорили, что проблемы с вещанием уже больше 10 дней. Здесь необходимо отметить, что у жителей сел в основном аналоговое телевидение. Однако, по словам жительницы Ачимчиры Марины Шинеля, у нее абхазское телевидение показывает. Я, например, почти всегда смотрю. И семья тоже, когда вот мультики идут, моему внуку нравится, тоже смотрит. Обычно я смотрю новости. Они же говорят в начале новостях, что будет в программе. И вот я смотрю, если мне надо, посмотрю, что дальше будет. А так новости почти всегда смотрю. Абхазское телевидение любим и смотрим с удовольствием, говорит Марина Шинеля. Конечно же, бывают и сбои в вещании. Тогда пропадает не только госканал, но и остальные. Бывает такое тоже. Но это не только абхазское телевидение. Целиком может каналы сбиваться могут, бывает такое. А вот у ваших соседей там, допустим, вот кто-то, может, жаловался? Они жалуются на то, что телевидение часто отключается, перебои во всех каналах. Это у меня тоже бывает. Но мы думаем, что в Сухуме свет выключили, наверное, думаем, или где-то что-то отключили. Мы уже привыкли к этому и считаем, что это ничего, если отключилось. Буквально 5 минут, 10 минут опять включается.
Чтобы выяснить, в чем же проблема, мы обратились в Сухумский телерадиопередающий центр. Здесь нам сообщили, что во время последней грозы был поврежден телевизионный передатчик. Для решения проблемы специалисты сработали оперативно. Был изменен вещательный канал. С 34-го вместо НТВ на 31-й канал зона Чимчир. По информации потом перепроверенной, он не все покрыл, то, что покрывал предыдущий передатчик, который вышел из строя. Да, немножко затянулся его ремонт, но оборудование довольно старое. Завод, как я понял, изготовитель, по-моему, даже не существует. Вывозить на ремонты в Россию смысла нет, это очень дорогое удовольствие. В данный момент он находится пока в стадии ремонта. Насколько затянется, я не могу сказать. В Сухумском телерадиопередающем центре специалисты постоянно отслеживают ситуацию, ведут журнал учета. Они созваниваются с начальниками районных участков, которые в свою очередь докладывают о тех или иных повреждениях. Отслеживаем ситуацию, она внутренняя наша. Нам утром доложили, мы сидим, просматриваем, что же там, с чего начинать, куда ехать на ремонт, какие диагнозы выставлять к этому оборудованию и тому подобное. В общем, так со всеми объектами, мы как головной объект, существует связь. Каждое утро дежурный собирает информацию перед предыдущей сменой и ее в журнале отслеживает. Я утром приезжаю, смотрю эту сверочку, насколько это верны сведения. Жители Ачамчирского района получают сигнал в основном через Куарчальскую или Ачамчирскую вышку. Нужно отметить, что все оборудование уже старое, но тем не менее специалисты Сухумского телерадиовещательного центра обещают наладить вещание в ближайшее время. Лаура Капш, Камила Джопа, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с руководством Сухумского пассажирского АТП и представителями перевозчиков, сообщается на сайте Кабмина. Встреча состоялась по инициативе водителей пассажирского транспорта, которые обратились в правительство с просьбой навести порядок на пограничной автостанции ПСОУ. Представители перевозчиков утверждают, что на автостанции отсутствует надзор за процессом посадки пассажиров, графиком движения автобусов, наличием необходимых разрешительных документов, к которому подключились неорганизованные водители. Проблему усугубляет передача отдельных объектов автостанции в аренду частным лицам, которые не заинтересованы в четкой и налаженной системе перевозок. Премьер-министр поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган и другим ответственным службам в ближайшее время подготовить выездное совещание для уточнения ситуации на месте. За 6 месяцев 2022 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 1 миллиард 543 миллиона рублей. При плане в 1 миллиард 143 миллиона, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Выполнение плановых показателей составило 135%. Поступление в бюджет налоговых платежей за июнь текущего года составило более 250 миллионов рублей при плане в 207 миллионов. Плановые показатели июня выполнены на 122%. 3 июля, в День города, на набережной Махаджиров прошла выставка «Сухум». На экспозиции были представлены старинные фотографии Сухума и их современные аналоги. Посетители могли увидеть, как выглядели здания и различные места в городе много лет назад и насколько они изменились. Также на выставке были представлены картины студентов Абхазского государственного университета. Все подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. На набережной Махаджира в парке у Абхазского драмтеатра столичное управление по делам молодежи и спортом провело интересную выставку, приуроченную ко Дню города. Пройтись по выставке, которая проходила под тенью больших деревьев, в летний жаркий и солнечный день было не только комфортно, но и познавательно. Здесь экспонировались старые и современные фотографии, из которых можно было узнать, каким Сухум был почти 100 лет назад, и сравнить с нынешними видами столицы. Вы можете увидеть здесь сравнение фотографий старого Сухума, таким, каким он был, либо в 19 веке, либо в 20 веке, и фотографии нового Сухума, фотографии Сухума этих дней. У нас 10 работ на фотовыставке изображены. Выставка призвана привлечь внимание к проблеме сохранения историко-культурного наследия Сухума, привлечь внимание к историческому значению нашего города, потому что он очень древний, безумно красивый и, в принципе, интересный, необычный город.
Посетители выставки «Сухум» также имели возможность представить многообразие архитектуры абхазской столицы. По словам посетительницы выставки Татьяны Винокуровой, неповторимая архитектура Сухума – это первое, что привлекает внимание туриста. Город Сухум мне точно запомнится, потому что я сюда мечтала попасть всю жизнь. Да, все время по Европам. Сейчас буду всем друзьям говорить, что это так здорово. Во-первых, здорово, что город все-таки из сталкера превращается в более европейский. И дома интересные по архитектуре. И старая архитектура у вас просто чудеснейшая. Но просто город всегда боролся, а живые борются. А живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте, кто цель прекрасную, поставив перед собой, к вершинам доблести идет крутой тропою. И словно факел свой грядущие несут великую любовь или священный труд. И ваш священный труд, он очевиден. Вторая часть выставки – это картины выпускников факультета изобразительного искусства Абхазского госуниверситета. Как поделилась посетительница выставки Наталья Самакова, на картинах она сличала виды Сухума, которые совсем недавно наблюдала наяву, прогуливаясь по набережной. Нам понравились работы, потому что мы смогли сравнить то, что видели воочию, да, вот на пристани порт, и мы увидели на картине. И очень приятно было, что, будучи первый раз в Сухум, мы узнали это место. А 2 года назад мы отдыхали и ездили в Новоафонский монастырь, и на картине мы его увидели и узнали, хотя тоже были один раз, и, естественно, не с этой точки. Очень красивый город, процветание, как минимум еще на 2000 лет. Чтобы все у жителей было хорошо и чтобы, не дай бог, пережить то, что вы пережили. Как отметили организаторы выставки «Сухум», посвящая экспозицию Дню города, они хотели еще раз подчеркнуть хрупкость историко-культурного наследия и необходимость его оберегать. Амрамич Бабислан Лагула, пресс-служба администрации города Сухум. 5 июля в 13:00 в Центральном выставочном зале откроется выставка русского фотографа Иды Таубы «Чукотка. Точка отсчета». На экспозиции будут представлены фотоснимки с 2007 года по сегодняшний день. Мероприятие пройдет при поддержке Министерств культуры России и Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии и Союза художников. Выставка будет доступна для посетителей до 10 июля. Эта выставка, она связана с традициями, укладом, устоями, семейными ценностями, которые держат народ, которые позволяют народу выжить в самые трудные времена. И Чукотка, точка отсчета, это не простое название. Дело в том, что оно связано и с географическим, уникальным местом на планете, о котором мало кто знает. Именно на Чукотке 180-й меридиан, линии смены дат и полушарий находится, и там пересечение с Северным полярным кругом. То есть это тоже как бы нулевая точка, где старый день завершается и начинается новый день не только для России, но и для планеты всей. Для меня было очень важно, чтобы это было местом такого туристической мекки, чтобы люди местные, которые тоже в маленьких поселениях не имеют много работы, чтобы они могли проявить свой дар. Я Иду Лейбовну знаю очень давно, еще со времен, когда сам работал в движении Красного Креста. А она, как вы знаете, сегодня до сих пор возглавляет еще, в смысле, региональное отделение Красного Креста на Чукотке. Поэтому вот как-то так вот это все сумбурно, ну даже, может быть, не сумбурно, но, по крайней мере, в комплексе, после того, когда у нее прошла очередная выставка в Музее Востока в Москве, и вот как-то там мы и решили, что было бы неплохо это организовать здесь, и тем более в жару, когда здесь, в общем-то, жарко, хотелось показать именно снежную Чукотку. С 5 по 7 июля в Абхазии пройдет второй международный оперный фестиваль «Опера Вива». Открытие фестиваля состоится 5 июля в 20:00 в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. 6 июля в рамках фестиваля здесь же пройдет концерт «Пиано-дуо». Закрытие фестиваля состоится в концертном зале Пицунского храма 7 июля в 17:00. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 5 июля, на территории Абхазии не ожидается осадков. Повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.